Что это означает? Это означает, что мне одобрили визу. Да, конечно, затянулось, даже не ожидал, что так долго будет у меня, но, в общем, в любом случае, победа. Ну все, теперь уже собираемся. Вот и подошли к концу мои 12 лет жизни в Венесуэле. Через многое пришлось пройти, особенно если ты мигрант. Думаю, те, кто был в похожей ситуации, поймут, о чем я говорю, без лишних слов. Но давайте не о грустном. Здесь я работал, творил, строил и, да, любил. Венесуэла навсегда останется для меня теплым местом, не только из-за климата, а из-за людей, моментов и опыта. Но есть вещи, которые просто заканчиваются, не потому что плохо, а потому что дальше уже не сюда. Здесь я больше не могу быть, и это нормально. Я оставляю все, что было, и с 2026 года начинаю новую главу. Просто иду дальше. Спасибо, Венесуэла. Ну, в общем, все. 6 утра, уже не спится нифига. В общем, сегодня стартую в Каракас. Там остаюсь ночь. А оттуда уже 30-го вылетаю в Панаму. Потом в Панаме жду где-то часа 4 пересадку. Лечу на Боготу. И уже с Боготы прилетаю в 11 часов ночи в Гуаякиль 30 декабря уже. И там остаюсь в другой гостинице. Вот. И уже 31 декабря выезжаю в Куэнка. И буду уже там, на месте. Перед тем, как уехать, в общем, решил посетить кладбище. Здесь у меня дед. Вот. Заодно посмотрите, как здесь местные католические кладбища выглядят. Скажем так, сообщиться, что все, улетаю. Когда еще приеду, пока неизвестно. В общем, все готово. Чемодан собран, сумка готова. Так что жди Эквадор. Я Его. Как думаете? Ну, Петр Иванович. Не будем с вами. Сколько времени уже прошло, блин. Зачем Пенлиаса? Вот чемодан. Гоним. Будем проходить по весу габаритов. Что получится. В общем, проходим досмотр. Ну все, в общем, прошли. Теперь мы прошли все досмотры. Будем теперь ожидать только рейс. Так что немного остается ждать. Так, вот мой рейс 10:21. Вот он, Конвиаса, Каракас, 10:21. Сам аэропорт сейчас полупустой, так как новогодние праздники. Но не страшно.
Главное то, что все работает. Вся остальная ерунда. Криптовалюта работает. Аэропорт, Парвамара, остров Маргарита. Так вот, короче, полетим. Ну все. Вылетаем в Каракас. Vertical, guardia asegure su mesa plegable, abra el cobertor de su. Ну вот, короче, прибыл я в Каракас. Теперь надо идти заселяться в гостиницу. Должны меня уже встретить. Ну что, утро. Едем в аэропорт. Короче, через такие дворы. Это мы с горки вниз спускаемся. Ну вот, в общем, прибыл я, короче, в Каракас уже, международный аэропорт. Так что в скором времени вылетаю. Правда, единственное, здесь сейчас никого нету. Но ничего страшного, вот уже подходят какие-то люди. А это знаменитая мозаичная дорожка в международном аэропорту Каракаса. Практически все, кто уезжает из страны или наоборот прибывает, обязательно фотографируются на ее фоне. А вот так выглядит новогоднее исполнение ее. Осталось ровно 3 часа. Да, сегодня, кстати, 30 декабря. Завтра 31 уже. Но я думаю, на момент, когда будете уже смотреть ролик, это уже время будет задолго прошедшее от этого числа. Поэтому не стоит на это внимание обращать. Единственное, что да, я именно в предновогодние дни решил сделать этот перелет. Но так вышло, то что визу одобрили, сразу выбрали эти даты и вылетел. По крайней мере, я очень рад на данный момент, что уже есть хоть какие-то наметки по действиям. Причем при этом уже к этой поездке готовился я давно, ну, скажем так, почти уже как полгода. Ну, думаю, что дальше будет видно. Ну все, в общем, идем теперь на самолет. Летим в Панаму. Сейчас у меня рейс из Панамы до Богаты. И получается, этой же компании лечу сразу потом в Гуаякиль, в Эквадор. Уже рейс объявили, все садятся. Жду, когда меня уже позовут, нашу группу. Ну все, в общем, все в самолет. Теперь летим в Богату. Сейчас нахожусь уже в Богате. Объявили рейс на Гуаякиль. Так что садимся в самолет. Скоро уже буду в Эквадоре. Гуаякиль ждет. Ну все, вот я и прибыл в Эквадор, осталось немного добраться до отеля и уже будет чуть-чуть времени, чтобы отдохнуть, потому что завтра отправляемся уже в Куэнка. Мы, в общем, сели в такси, едем с аэропорта до отеля за $6. Так что скоро будем в номере.
такой вот аэропорт. Приехал в отель. Буду сейчас заселяться. Он уже в таком новогоднем оформлении. Довольно-таки здорово, приятно выглядит. И прям рядом с аэропортом. Здесь очень полно вариантов. То есть на любой вкус и на кошелек. Есть и более роскошнее, и как бы среднячки. Вот. И приятно здесь побывать опять-таки. Сам город красивый, центр. Сейчас проехал вечером. Впечатлил, мне понравилось. Ну, короче, вот такой вот номер. Кондиционер, душ, где свет, вот. Душ, все цивильно, приятненько. Кровать, шкаф, ну, вот такая вот мебель интересная, типа Луис 17. Ну все, в общем, утро началось неплохо так. Прошелся по улицам. Вот мой отель, где я нахожусь. А вот та самая улица. Ну, выглядит все довольно-таки приятно, чистенько. Хорошая постройка, дома. Центр Гуаякиля. И главное, такой вот интересный, красивый отель. Так что приезжайте в Эквадор, он вас точно удивит. В общем, прибыл в аэропорт Гуаякиля международный, буду встречать уже друзей здесь. Здесь вот так вот столько встречающих бывает. Да, еще вдобавок же сейчас новогодние праздники, сегодня 31 декабря. Будем тоже отмечать. Толь! Вот они, прибыли! И те цветок. С наступающим вас всех! И надо. Туманно. Но у водителя вместо глаз у него, наверное, руки. На ощупь идет. Нас еще обгоняют. В общем, вот на таком микроавтобусе выдвигаемся по дороге в Куэнка. Одна остановка на вершине возле вот такого ресторанчика. В общем, Ла Пеньяс. Туманно здесь, в предгорье. Смотровая площадка. Наверняка здесь красивый вид. Все туманно. Но выглядит эпично. Вот здесь цветы. Такой типа садик или цветы продают они. Достаточно прохладно. До Куэнки осталось немного. Скоро уже будем. Как я бы не пытался передать всей красоты этой дороги, все равно поистине можно оценить ее, лишь проехав самому. Честно, эти места каких-то приключенческих фильмов завораживают, и все хочется остановиться и насытиться этими вкусняшками для глаз. Ну правда, очень красивая дорога в Куэнку. Итак, уже немножко осталось. Мы уже въезжаем в город Куэнка. Вот такие здесь виды. Здесь уже горные речки идут, зелено. Уже приближаемся к мечте. Честно, дорога была очень длинной, но красивой. Серпантин — это просто нечто. В общем, места, локации абсолютно стоит посетить обязательно. Уже некоторые места даже на картах пришлось отметить, чтобы в следующий раз можно было прибыть сюда и изучить более-менее лучше это место. Плюс добавок сегодня 31 декабря, все летят, все торопятся. Съемка не произошла так, как планировалось, но нормально.
сегодня весь день на дорогах ставят вот эти куклы. Пока непонятно зачем и для чего. Ну все, всех с наступившим Новым годом. Ну а мы только сегодня пойдем отмечать. У нас, правда, немного здесь дождливо. Вот. Но обещали, что дождя не будет. По крайней мере, так нам сообщили здесь в отеле. Так что до новых встреч!